Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Кушара. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты Абхазии Роберта Аршпа. Членам инициативной группы выдали свидетельства о регистрации и подписные листы. Им необходимо собрать не менее 2000 и не более 2500 подписей избирателей. В инициативную группу вошли 35 человек, руководитель инициативной группы Беслан Торчуа. После того, как будут предоставлены все необходимые документы, в течение 10 дней Центр избирком примет решение о регистрации Роберта Аршпа кандидатом в президенты. Роберту Аршпа 50 лет, участник Отечественной войны народа Абхазии. В разные годы работал в налоговых органах республики, в Минфине, был заместителем министра труда и социального развития. С 2013 по 2023 годы председатель контрольной палаты. Мы вам искренне желаем удачи в этом непростом и ответственном деле. Отличникам под номером 5 свидетельство выдаем вам сегодня. Проведена процедура регистрации инициативной группы. Инициативная группа зарегистрирована. Согласно регламенту и плану мероприятий Центральной избирательной комиссии, инициативная группа приступает к сбору подписей в поддержку кандидата Аршпа Роберта Ивановича. 23 аппарата для добычи криптовалюты выявили сотрудники правоохранительного подразделения таможенного поста ПСО в Пицунде. Еще 24 майнинг-аппарата, принадлежащих Джинджоле Рустаму Сардионовичу, обнаружены и изъяты в селе Атара-Абхазское. Далее оперативная съемка. В ходе реализации оперативной информации 26 декабря должностные лица правоохранительного подразделения таможенного поста ПСО совместно с сотрудниками Пицунского УВД в городе Пицунда выявили аппараты для добычи криптовалюты в количестве 19 единиц. Из них 13 единиц были подключены к электросети. При этом на момент обнаружения аппараты находились в выключенном состоянии. Аппараты располагались в коммерческом помещении частного дома в городе Пицунда по улице Агарба, принадлежащего гражданину Будба. Запрещенное к ввозу на территорию Республики Абхазия оборудование для майнинга было изъято. Также в ходе реализации оперативной информации 26 декабря должностные лица правоохранительного подразделения таможенного поста ПСО совместно с сотрудниками отдела уголовного розыска по Гудаутскому району выявили аппараты для добычи криптовалюты в количестве 4 единиц, которые были подключены к электросети. Аппараты располагались в помещении частного дома в селе Хабста, принадлежащего гражданину Джене. Запрещенное к ввозу на территорию Республики Абхазия оборудование для майнинга было изъято. Ферма по добыче криптовалют обнаружена в результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками отдела внутренних дел Чемчирского района в селе Атара-Абхазское. 24 майнинг-аппарата, принадлежащих жителю того же села Джинджоле Рустаму Сардионовичу, изъяты и помещены на склад РОВД. МВД Абхазии вынесло предупреждение о прекращении всех проводимых работ на перепадной ГЭС-2 в Галском районе. На данный момент работы не ведутся, спецтехника вывезена. Информация о начале ремонта перепадной ГЭС появилась в социальных сетях накануне. Ситуацию прокомментировали в Министерстве энергетики и в Черноморэнерго. Специальный репортаж Гугуцы Вардания смотрите сразу после новостей. Динамика собираемости за потребленную электроэнергию у абонентов, которым установлены счетчики, составляет 80-85%. Об этом рассказал начальник управления сбыта электроэнергии Черноморэнерго Саид Блабба на круглом столе в Центре стратегических исследований при президенте Абхазии. Участники встречи высказали свое мнение и обсудили ряд актуальных вопросов, связанных с проблемами в энергетической отрасли республики. Расширенный репортаж с круглого стола смотрите в нашей программе в рубрике Амши Кушара плюс. В Министерстве обороны подвели итоги подготовки вооруженных сил за текущий год. Мероприятие проводилось под руководством министра обороны Владимира Ануа с участием заместителя министра обороны, начальников управления, отделов и служб, командира воинских частей, организаций и учреждений оборонного ведомства. Владимир Ануа отметил, что уходящий год был непростым. Министерство обороны решало множество задач по совершенствованию обороноспособности государства, реагированию на внешние угрозы.
угрозы. Ряд военнослужащих Министерства обороны за безупречную службу были награждены ведомственными медалями. За высокие показатели участникам военно-патриотической игры «Аяйра» были вручены почетные грамоты. В завершении мероприятия для военнослужащих был проведен праздничный концерт. Уходящий год был непростым. Мы решили множество поставленных перед нами задач, среди которых совместные штабные тренировки, оперативно-мобилизационные сборы, командно-штабные мобилизационные учения, совместные учения с силовыми структурами Республики Абхазия, а также войсками нашего стратегического партнера Российской Федерации. Наступающий год ставит перед нами множество задач, главная из них, которые укрепление обороноспособности нашего государства. Товарищи военнослужащие, Министерство обороны искренне признательно вам за то, что честью и достоинством несете службу. Сохраняйте и приумножайте обороноспособность государства. Пусть наступающий год принесет вам успехи профессиональной деятельности, откроет перед нами новые возможности, станет залогом стабильности и процветания. Сердечно поздравляю вас и ваши семьи, родных и близких с новым 2025 годом. Частный одноэтажный дом загорелся в Сухуме поздно вечером 26 декабря. Огонь тушили 3 пожарных расчета и 1 спасательное отделение ПСО столицы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. В результате происшествия выгорела комната и частично кровля дома. Пострадавших нет. Бюст выдающегося политического и государственного деятеля Нестора Лакоба открыли в Абхазском государственном университете. Также был организован круглый стол, посвященный 140-летию Симона Басария и 130-летию Николая Киртава. Мероприятие посетила Лаура Капш. С сегодняшнего дня фойе исторического факультета АГУ будет украшать бюст Нестора Лакоба, абхазского политического деятеля, революционера и борца за свободу своего народа. Маленький, но гордый. Именно так называли Нестора Лакоба, который в повседневной жизни был очень скромным и был близок к народу. Торжественное открытие бюста Нестора Лакоба прошло 27 декабря. И это не случайно, ведь именно в этот день, 88 лет назад, он был отравлен. Автором бюста является абхазский скульптор Юрий Чкадуа, которого уже нет в живых. В мероприятии приняли участие историки, ученые, общественные деятели, профессорско-преподавательский состав исторического факультета, студенты, а также родственники Нестора Лакоба. студентцер речапхе и сыцпхе дирбартепши рахалартепши иргола шартепши хампада лекция корчге хоти хоти избо аха исим шербартепши раска бася захапхеди гянта царги игхтус варги харафторх ачио псах шескум ахтус дука уртахдус дука анне псван тазухон нафсвой ларисим шиге ириман апхеглыша вот Абхеговича Рабхе Харгула Дурвацкуп Нестора Полонифа Лакоба. Далее состоялся круглый стол, посвященный 140-летию Симона Басария и 130-летию Николая Киртава, имена которых навсегда связаны с борьбой за независимое существование Абхазии. Симон Басария – политический и общественный деятель, педагог, краевед. Он был первым председателем Абхазского народного совета, выступал за тесный союз Абхазии с Северным Кавказом, был противником политической интеграции с Грузией. Читая воспоминания, книги, статьи Симона Петровича и его коллег по борьбе за национальную идею, ты не только осознаешь, какое страшное, тяжелое время они жили, но ты понимаешь, что настоящий политик, настоящий общественно-политический деятель, настоящий гражданин и сын своего отечества может менять свои политические взгляды, но никогда не забывать о самом главном,
национальной идеей, и эта идея двигала Симоном Петровичем всю жизнь. Выходец из дворянской семьи Николай Акиртава – один из создателей современной советской абхазской государственности, революционер, видный партийный государственный деятель. Его имя говорит о многом и стоит рядом со славными именами Ефрема Эшба и Нестора Лакоба. Выступавшие рассказывали о тяжелых судьбах политических деятелей и их семей. Именно с такими людьми, как Акиртава, и связано, по большому счету, восстановление абхазской государственности. Мы их забывать не должны. И, может быть, вы знаете, хотя, скажем так, он гораздо лучше владел, скажем, мигрельским, чем абхазским, да? Но именно потому, что они понимали эту ситуацию, помните, и Эшба тоже был не слишком горячий сторонник включения, что они знали, чем это может грозить остальной Абхазии. Для развития Абхазии они сделали очень много. Видеообращение к участникам круглого стола сделала правнучка Николая Акиртава Эсма Агарба. Она поблагодарила участников и организаторов данного мероприятия. Очень приятно, что память о выдающемся деятеле истории Абхазии не забыта, свидетельством чего служит сегодняшнее мероприятие, посвященное 130-летию своего дня рождения. К сожалению, я не знала своего прадедушку. И даже моей бабушке Ирве Николаевне Акиртава не довелось пообщаться со своим отцом, так как он стал жертвой государственного террора 30-х годов прошлого века. Свои, прямо скажем, скудные знания Николая Николаевича я почерпнула из бесед со старшими родственниками. От них я узнала, что Николай Николаевич был яркой и неординарной личностью, чьи патриотические настроения привели его в тан революционного движения, где он по мере сил и возможностей вносил вклад в общее дело и стал одной из ключевых фигур в истории Абхазии и становления ее советской государственности. После основных докладов мероприятие продолжилось в формате дискуссии. Революционеры, патриоты, любимцы народа Нестор Лакоба, Николай Акиртава, Симон Басария и Ефрем Эшба пострадали от сталинско-бериевского режима. Жители Абхазии всегда с благоговением будут относиться к их личностям. Лаура Капшира Мукамке, Абхазское телевидение. В городе Пицунда начались работы по восстановлению здания бывшей грузинской школы. На его месте в будущем появится новый многофункциональный спортивный комплекс. Данный объект более 30 лет находился в удручающем состоянии. Начало работы имеет большое идеологическое значение для жителей Пицунды. Объект долгие годы находился в частных руках, хотя числился на балансе администрации города Пицунды. На сегодняшний день идет расчистка территории и установка временного ограждения. Работы ведутся за счет средств администрации Гагарского района. Уже освоено 500 тысяч рублей. Как вы видите, ведутся работы по строительству временного забора на территории бывшей грузинской школы. Работы начались буквально на днях, 22 числа. Дальнейшие работы это будут после завершения строительства временного забора. Начнутся работы по расчистке всей территории, которая составляет 1,3 гектара. Далее ждем проектно-сметную документацию и поэтапно начнутся работы в этом направлении. Ресурсный центр Россотрудничества открылся на базе Галской средней школы номер 1. Работа центра будет сфокусирована на изучении русского языка. Также здесь будут проводиться различные культурно-образовательные мероприятия. Все подробности в материале наших коллег из Галмедиа. 27 декабря в первой школе города Гал прошло открытие ресурсного центра представительства Россотрудничества в Республике Абхазия. Школа встретила гостей мероприятия музыкальным номером. Открыли мероприятие приветственными и благодарственными словами представители Россотрудничества и администрации Галского района. Дорогие друзья, рад приветствовать вас на торжественной церемонии открытия нового ресурсного центра Россотрудничества в городе Гал. Это второй подобный центр. Первый уже год успешно действует в городе Сухум. Работа этого центра будет сфокусирована на изучении русского языка. Также здесь будут проводиться различные культурно-образовательные мероприятия. Надеемся,
что центр станет настоящим местом притяжения для молодежи Галского района. Уверен, что весьма востребованным будет и библиотечный фонд этого центра. Почти 700 книг – это художественная литература и игровые пособия для детей младших классов. Рассчитываем, что открытие центра будет способствовать в том числе активизации межшкольного сотрудничества с гальскими школами. В частности, уже фиксируем подобный интерес со стороны ряда российских среднеобразовательных учреждений в регионах Российской Федерации. Рад вас приветствовать от имени посольства Российской Федерации в Республике Абхазия. То, что мы делаем сегодня, это очень важно. Это поможет нам идти вперед, поможет нам находить правильные решения, разговаривать с друг другом и понимать. Особую благодарность, естественно, я хотел бы высказать Министерству просвещения Республики Абхазия, администрации Галского района, без усилий, без помощи которых этот проект, наверное, бы не реализовался. В добрый путь, успеха центру, успеха преподавателям и огромных успехов. Владислав Геннадьевич, Евгений Юрьевич, Ада Алексеевна, я бы хотел от руководства района и от себя лично поблагодарить вас за то внимание, за то отношение к нашему району, что вы это все делаете для наших детей, для наших учащихся. Проект реализован по инициативе Россотрудничества при поддержке администрации Галского района и Министерства просвещения Республики Абхазия. Работа ресурсного центра нацелена на изучение русского языка и проведение образовательных мероприятий. Это событие стало значимым шагом в развитии не только городских школ, но и сельских образовательных учреждений Галского района. Кабинет оснащен современной мебелью и телевизором. Представлены новые книги классической и художественной литературы. Сегодня мы участвуем в таком радостном и важном событии, как открытие ресурсного центра. Этот ресурсный центр открыт усилиями Россотрудничества. И сегодня этот важный такой момент, важное такое для нас, для Абхазии событие, это не только для первой школы, но и для всей республики, в целом, в общем-то, и для Гальского района. Ученики средней школы номер 1 зачитали стихотворение Александра Пушкина, после чего исполнителям были вручены футболки с логотипом ресурсного центра. Унылая пора, а чье очарование? Приятно мне твоя прощальная краса. Люблю я пышную природу для Дани, в багрец и в золото одетые леса. Представила гостям и учащимся презентацию на тему «Роль русского языка в современном мире» сотрудник представительства Россотрудничества в Абхазии Наталья Каюн. В завершении мероприятия все присутствующие сделали общее памятное фото. Анна Чкадо, Борис Цацу, Михаил Киркидава, Гал Медиа. У главной елки на площади Свободы прошел гала-концерт новогоднего фестиваля «Проспект Мира». Организаторами стали Московский дом соотечественников и КСОРС Абхазии. Поднять новогоднее настроение жителям столицы и устроить незабываемый день приехали лауреаты конкурсов и ансамбли музыкальных студий. На концерте побывала и Ульяна Рожкова. Фестиваль-конкурс вокального искусства «Проспект Мира» проходит в Абхазии уже 3-й раз. Его организаторами и главными партнерами являются Московский дом соотечественников и КСОРС Абхазии. В преддверии Нового года на главной площади страны состоялся гала-концерт с победителями и лауреатами конкурса. Песни и танцы – это то, что всегда поднимает настроение и бодрость духа. Российские соотечественники, проживающие в Абхазии, тоже достаточно весомая инициатива. Фестиваль-конкурс вокального искусства «Проспект Мира». Традиционно представительство поддерживает данную инициативу. И в этом году, как и в предыдущие годы, мы вручим участникам этого конкурса книги. Мерцание огней и гирлянд, множество радостных лиц, которые в ожидании яркого вечера. Гала-концерт – это волшебство, которое окутало всех присутствующих и создало атмосферу праздника и единства. Ведущими новогоднего концерта стали оперная певица Альдона Цко и певец Арсен Хачатурян. Они открыли гала-концерт своим ярким выступлением. В
общем было представлено 22 номера, в том числе выступления юных певцов и танцоров республики. Дети признаются, что уже не переживают перед выходом на сцену. Давно поете? Да. Вы Я первый раз давно. выступаете сегодня? Она давно, я нет, я так. А вы волнуетесь сейчас перед концертом? Нет, у нас потому что с этой песней уже было много концертов. Новый год – время волшебства и чудес. Впереди у жителей города еще много веселых праздничных дней. Мероприятия у главной елки страны будут проходить по 4 января. Ульяна Рожкова, Ля Самичба, Абхазское телевидение. Сотовая компания «Аквафон» – официальный партнер благотворительной организации «Кераз». Ежегодно поддерживает акцию «Айсер Хамтас». В этом году компании было выделено 100 тысяч рублей на покупку подарков подопечным «Кераз». Айсер Хамтас – традиционная новогодняя акция благотворительной общественной организации «Кераз», в которой дети из малоимущих семей пишут письма Деду Морозу с просьбой исполнить их самые заветные желания. А примерить на себе роль Деда Мороза может любой желающий. В этом году детьми было написано около 600 писем. Письма, как обычно, да, у нас забирают неравнодушные граждане, это там бизнесмены, простые люди, которые коллективы скидываются, школы, классы. В общем, все, кто знает нас, знают эту акцию, перед Новым годом хотят сделать что-то хорошее, доброе, светлое для детей, которые в тяжелой жизненной ситуации оказались. Мы стараемся очень интересно, очень обычно исполнять желания детей, и, конечно, чтобы это было что-то такое запоминающееся, что-то очень насыщенное. То есть мы стараемся программу тоже насыщенную придумать, не просто привезти и раздать подарки, а там повезти на елку, повезти на представление. В этом году мы будем катать детей на корабле, у них прогулка будет на корабле. В общем, стараемся сделать так, чтобы им было хорошо, тепло, комфортно, и чтобы у них было хорошее настроение. С 2015 года компания «Аквафон» является официальным партнером «Кераз». Ежемесячно перечисляет целевые средства для финансирования работы офиса организации. Айсер Хамтас является одной из самых масштабных совместных акций. Компания «Аквафон» взяла на себя осуществление желаний на сумму 100 тысяч рублей. 8 лет подряд мы с нашими друзьями, с фондом «Кераз» осуществляем данную акцию. Заключается она в том, чтобы посещаем мы семьи подопечных фонда «Кераз». Мы дарим подарки, детишки пишут письма Деду Морозу. И, собственно, мы хотели бы, чтобы дети сохранили в предновогоднее такое чудо, да? Поднять им настроение и просто сделать так, чтобы они верили в эту сказку. Сотрудники «Аквафона» вместе с благотворительной организацией «Кераз» доставляли заветные подарки адресатам. В семье Какубавы 4 детей. Они выразили благодарность всем причастным к доброй акции «Айсер Хамтас». Вы каждый год дарите всем подарки. У некоторых же нету такой возможности когда-то покупать подарки. Может, у кого-то с финансовыми проблемами. А вот вы делаете вот такие вот дела, дарите всем подарки, делаете детей счастливыми. Акция «Айсер Хамтас» в очередной раз подарила многим семьям праздничное настроение, а главное, сохранила веру в настоящее новогоднее чудо. Спасибо всем тем, кто передал эти подарки. С Новым годом всех! Поздравляю. Пусть змея вас не кусает и весь год вам помогает. Дарит счастье и сюрпризы, исполняет все капризы. Массовая раздача подарков подопечным фонда «Кераз» состоится 28 и 30 декабря после показа новогоднего представления в Абхазском драматическом театре. Альга Трапская, Меладжопуа, Абхазское телевидение. На набережной Сухума начали возводить мандариновую елку. Для этого понадобится 1,5 тонны мандаринов. Мероприятие проходит в рамках фестиваля «Мандарин». Организаторы планируют собрать елку из оранжевых плодов рекордной высоты. Над созданием елки работал архитектор Инал Шинкуба. Металлическую конструкцию собрали в кузне Батала Чанба. Оформлением и декорированием занимается Саида Воспа. И в завершении выпуска о погоде.
По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 28 и 29 декабря на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. В субботу с полудня временами дождь разной интенсивности, гроза, в горах снег. Температура воздуха ночью 6-11, днем 7-12 градусов, температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.